الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقا في الدين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Сегодня, иншаллах, у нас тема отменяющий и отменяемый. Ан-насиху валь-мансух. Слово «насаха» в арабском языке имеет разные значения. Первое из них – это «отменить» или «удалить». И это удаление бывает с заменой чего-нибудь или без замены. Например, арабы говорят «насахати шамсу dhil», то есть солнце удалило или отменило тьму. То есть, когда появилось солнце, тени больше нет. Вот это удаление с заменой, что-то заменил чего-то. Или может быть без удаления. То есть арабы тоже говорят «насахати рихуль аthar», то есть ветер удалила, убрала следы. Тоже это называется отмена, отменение или удаление. Есть еще другое значение – это перенесение чего-либо. Например, когда арабы говорят, что «насахтуль китаб», я переписал книгу. То есть я ничего не удалил, я перенес информацию, или что написано в одной книге, в другую. То есть насх – это либо перенесение, или отменение, или удаление. В исламе, в шариате, отменение шариатского решения – вот насх называется, или насх определяется следующим образом. Это отменение шариатского решения. Отменение шариатского решения другим решением. То есть у нас какое-то решение шариатское, потом после некоторого времени приходит другое решение, отменяющее первое решение в одном каком-то вопросе. До того, как мы начнем говорить об отменяющих и отменяемых, есть одно замечание, то, что есть группа людей, которые отрицают эту тему полностью. Что они говорят? Они думают, что если есть какие-то решения, которые отменяют предыдущие решения, это как будто Аллах не знал, субхану ва тааля, или какое-то решение дал, потом передумал и дал другое решение. И Аллах субхану ва тааля это не надлежит. Аллах субхану ва тааля не передумает. Аллах субхану ва тааля знает все, что будет, и может иногда дает какое-то решение временно. И иншаллах, когда мы будем перечислять доводы об отменении, увидим в одном из них намек на то, что Аллах субхану ва тааля дал какое-то решение временно. И скоро будет другое решение. Есть намек в Коране, в одном аяте, иншаллах, увидим в следующее, иншаллах, на отменение в Коране. Теперь, какой источник, от какого источника мы зависим в этой теме, чтобы знать, какие отменяющие есть, какие отменяемые? Единственный источник – это через передачу от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям или от сподвижников. Почему от сподвижников? Потому что отменение решения шариатского не может быть от сподвижника. Поэтому, если он передает какое-то отменение, значит, он это
получил от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что установление и отменение шариатских решений это только от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, если какой-то сподвижник передает отменение, значит, он точно взял это от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И отменение бывает, когда у нас два решения. Если, например, читаем в Коране, есть два решения. Я не хочу использовать слово «противоречия друг друга», потому что в Коране нет противоречий, но эти два решения не могут быть одновременно приняты. Поэтому и мы точно знаем, что одно решение было до второго решения. Поэтому мы знаем в этой ситуации, что второе решение отменило первое шариатское решение. Какая важность этой темы? Важность, когда мы даем, больше всего, когда мы даем фатва. Когда мы вынесем фатва, каждый кази должен знать эту тему в его подробности. Однажды Али радиллаху анху спросил одного казия, сказал: ты знаешь наука ан-насих валь-мансух? Он сказал: нет, я не знаю. Он сказал, Али радиллаху анху ответил: халакта ва ахлакт. Ты сам заблудился и заблуждал других. Потому что как ты можешь вынести шариатские решения, и ты сам не знаешь, это решение отменено или нет. Поэтому ты сам заблуждался и заблудил и других еще. Переходим быстренько на виды отменяющие и отменяемых. Есть две точки зрения, откуда мы смотрим на отменение. Первый – это смотря на то, на отменяющие и отменяемые, что отменяется. Текст Корана или текст Корана отменяется, или решение отменяется. То есть у нас часть Корана удаляется из Корана, или только решение удаляется. С этой точки зрения есть следующие виды. Первый – это отменение решения, и аяты не отменяются. То есть у нас какое-то решение было в Коране, аят остается в Коране. То есть Аллах Субхану Тааля не убрал этот аят с Корана. Но решение больше не принимается. Например, Аллах Субхану Тааля говорит: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. Женщины, у которой муж умер, ей остаться дома на 1 год. Это называется айддат. То есть она не может жениться в этот период. До того, как этот период закончится, она может снова выйти замуж. Этот аят или это решение, содержанное в этом аяте, было отменено. Другим аятом, в который Аллах Субхану Тааля говорит: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10. Женщины, у которых муж умер, они должны ждать, то есть в айддате оставаться 4 месяца и 10 дней. Поэтому это новое решение отменило первое решение, что на целый год. Но оба аята оставались в Коране. То есть аят с новым решением в Коране есть, и аят с отмененным решением тоже оставалось в Коране. И, иншаллах, поговорим чуть позже о мудрости, почему Аллах Субхану Тааля, какие мудрости есть, когда Он отменяет какое-то решение и остается этот аят в Коране. Второй вид – это отменение текста из Корана, то есть удаление текста из Корана, и решение само остается. То есть это называется насху тилавати
مع بقاء الحكم. Первый – насху الحكم مع بقاء التلاوة. А сейчас, наоборот, мы решение оставляем, Аллах Субхану Тааля оставляет решение, но аят удаляется из Корана. А разве может Аллах Субхану Тааля отменить что-то из Корана? Да. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ма нансах мин аятин ау нунсиха, нати би хайрин минха ау мислиха». Мы не удаляем никакой аят до того, как мы не спошлем и еще аят получше или минимум как отмененный аят. То есть Аллах Субхану Тааля может отменить какие-то части из Корана. И остался Коран у нас, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям умер. Вот этот Коран, который остался у нас, вот это Коран, конечный Коран, который дошел до нас без изменений, без удаления. То есть при жизни пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, может, какие-то аяты были отменены. И Аллах Субхану Тааля заранее знал, что он будет ниспослать этот аят, потом он будет отменить ее, удалить ее из текста Корана. То есть это было временно Кораном, а потом Аллах Субхану Тааля удалил его. Поэтому такой пример передается от Умара, что бросать мужчине, совершившего прелюбодеяние, женатый мужчина, имеем в виду, камнями, вот это решение, Умар говорит, что был ниспослан Коран с таким решением. А потом этот Коран был отменен, но решение осталось. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям практиковал это, и сподвижники после него тоже практиковали это. Поэтому решение осталось, а текст Корана был отменен. Третий вид – это удаление и текст, и решение шариатское. Такой пример передается от Аиша, радийаллаху анха, что она передала, что сначала было решение, что когда женщина кормит грудью чужого ребенка, требуется 10 раз, чтобы этот ребенок стал ее сыном. А потом был ниспослан другой аят о том, что это не 10, а стало 5 раз. Не 10 раз, а 5 раз. И оба текста удалены из Корана. То есть в конечной версии Корана, которую Аллах Субхану Тааля хотел, чтобы осталось у нас, вот таких текстов нет. Поэтому первый аят, который говорит, что есть 10 раз, ученые говорят, что это решение отменено, и текст тоже удален Аллахом. Конечно, никто не может отменить Коран, кроме Аллаха Субханаху Тааля. Это пример удаления текста и отменения решения одновременно. То есть даже у шафиитов осталось это решение, то есть 5 раз, если женщина кормит чужого ребенка 5 раз, то он станет ее сыном. А у маликитов и ханафитов они не берут эту передачу, а у них другие там основания для этого решения. Теперь переходим на другую точку зрения. Это виды отменения, смотря на вид отменяющего и отменяемого. Первый из них – это насху аль-Кур'ани бил-Кур'ан. Это отменение решения, которые существуют в Коране, другим аятам, которые существуют в Коране. И это пример, который мы принесли в первый вид первой темы, когда мы говорили, что женщине надо было оставаться дома на целый год. Это один аят Корана. А потом пришел другой аят, который говорит, что остается дома 4 месяца и 10 дней. Поэтому здесь Коран отменил Коран. То есть отменяющий это текст Коран, и отменяемый это тоже текст Коран.
Второй вид – это отменение сунни, текст сунни, текстом Корана. Например, в начале ислама люди направились в сторону мечеть Аль-Акса, в сторону Иерусалима. И это было без текста Корана. То есть мы не можем найти текст Корана, где говорится, что в намазе мы должны направиться в сторону мечеть Аль-Акса. А это была сунна от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть он получил откровение о том, что туда надо направиться. Потом, после переселения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, был ниспослан аят о том, что направление должно быть во время намаза куда? В сторону Аль-Масджиду Аль-Харам, в сторону Мекки. Поэтому здесь у нас есть текст Коран, который отменил сунну. Теперь третий вид – это отменение решения в тексте Корана текстом то есть или хадисом. Вот это спорный момент между учеными. Некоторые ученые говорят, это невозможно. То есть невозможно отменить решение, которое в тексте Корана, хадисом в сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И у них довод сильный, то есть сильные доводы. Один из них, я буду сказать, это аят, который я упомянул чуть раньше. «Ма нансах мин аятин, ау нунсиха, нати би хайрин минха, ау мислиха». Мы не отменяем никакого аята, или люди забивают, то есть по воле Аллаха забивают этот аят, кроме как Аллах Субхану Тааля не спосылает лучший аят или хотя бы равный аят. Поэтому в этом аяте говорится о том, что отменяемый аят вместо нее будет отменяющий аят, а не хадис. Вторые ученые говорят, что это возможно, потому что сунна, хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это откуда? Это от Аллаха Субхану Тааля, это откровение. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, суре Ан-Наджм, «Вама янтику анил хава». Он ничего не говорит от самого себя, по своей воле. «Ин хуа илля вахьюн юха». То есть все, что он говорит, это откровение от Аллаха Субхану Тааля. И это откровение, для этого откровения есть два вида. Первый – это Коран, а второй – это сунна. Поэтому сунна может отменить Коран. И у них еще другой довод такой, что Аллах Субхану Тааля говорит: «Юсикум Аллаху фи ауладикум лидзакари мислу хаззил унсаяйн». Аллах Субхану Тааля дает васият, то есть решение такое, что сыну доль в наследстве будет в 2 раза больше, чем доль девушки. Поэтому есть такое правило в Коране, в тексте Корана, в суре Ан-Ниса. Но есть хадис от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в котором он говорит: «Ла ярithul муслиму аль-кафира, ва аль-кафиру аль-муслим». То есть неверующий не получит наследство от верующего, и верующий не получит наследство от неверующего. То есть муслим от кафира не получит, и кафир от муслима тоже не получит наследство. Поэтому они говорят, что это пример, как сунна отменила текст Коран в данном случае. Но там есть разногласия, что это не вид отменения, это вид исключения, так сказать. Поэтому есть другие ученые, которые смотрят на этот пример, что это не насих мансух, это не отменяющий отменяемый, а это на самом деле исключение из общего правила. Теперь, в чем мудрости отменения или отменяющий отменяемый этой темы? Говорят ученые, передает Суюти, что
когда Аллах Субхану Тааля отменяет решение и оставляет текст Корана, это напоминание для нас о том, что Коран, цель Корана – это не только вынести решение, не только руководствоваться им, а еще читать его и получить саваб. То есть аят, которые были содержащие отмененные решения, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. Вот это решение отменено, но аят остался, чтобы мы ее читали и получили вознаграждение при чтении этого аята. Поэтому цель существования Корана – это читать его и руководствоваться им. Поэтому это напоминание для нас о том, почему мы должны читать Коран. Даже если решение отменено, мы все равно можем читать и получить вознаграждение. Второй, имам Суюти, рахмахуллах, говорит, что насх, отменение, в большинстве случаев бывает от тяжелого решения в мягкий. То есть идет решение мягче, чем предыдущее решение. И когда текст Корана, содержащий тяжелые решения, которые были отменены, остается, это тоже напоминание о том, что Аллах Субхану Тааля милостивый. Аллах Субхану Тааля помиловал нас и облегчил нам это решение. Поэтому это дополнительный довод, чтобы мы благодарили Аллаха Субхану Тааля, когда мы читаем аят, в котором есть тяжелые решения, и мы знаем, что это решение отменено, мы знаем, что Аллах Субхану Тааля милостивый, и мы благодарим Аллаха за то, что Он отменил это решение другим решением, которое полегче. Также, когда Аллах Субхану Тааля отменяет текста и остается решение, как мы привели пример, говорят о мудрости этого в том, что когда Аллах Субхану Тааля отменяет текст и решение остается, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям практикует, и мы сколько далеки от времени пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, это испытание нашей веры. Даже если текста нет, а решение остается, мы будем выполнять. Из хадиса пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, что я не буду найти среди вас тот, который будет кушать до насыта и будет лежать и скажет: вот между нами и вами книга Аллаха. Что там запрещено, мы запрещаем. Что там дозволено, мы дозволяем. И все. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям продолжает: а то, что запрещает пророка Аллаха, что запрещает посланник Аллаха, это как, что запрещает Аллах. То есть, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит: это запрещено, это не от самого себя, это от Аллаха субхану тааля. Поэтому и Коран – это источник решения в шариате, и сунна тоже – это источник решения в шариате. Поэтому, когда остается решение и отменяется текст, это испытание для нас, чтобы Аллах субхану тааля увидел, мы будем соблюдать эти решения или нет. Например, решение зарезать собственного сына для Ибрахима как дошло до Ибрахима, алейхиссалям? Во сне. А это самый слабый вид откровения. То есть Аллах субхану тааля мог не спаслать Джибриль, алейхиссалям, и чтобы Джибриль сказал Ибрахиму, алейхиссалям: иди зарезай сына своего. Но Аллах субхану тааля решил передать это Ибрахиму, алейхиссалям, во сне. Чтобы испытать его, он будет выполнять или нет. И когда он выполнил, Аллах субхану тааля сказал: «Инна хада лаху аль-балаа, я Ибрахиму кад саддакта ру'я, инна кадалика наджзи аль-мухсинин». Ты делал то, что ты получил во сне. Ты выполнил.
«Инна хаза лахуаль балауль мубин». Вот это явный, тяжелый испытание тебе было. И он, поскольку он самый любимый человек Аллаху после пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, он выполнил. Он не сказал, это просто сон, это может быть от шайтана. Но он знал, что видят пророки во сне, это вид откровения. Поэтому он выполнил. Поэтому это испытание для нас. Мы будем соблюдать эти решения при отсутствии текста данного решения или нет. На этом, иншаллах, все. Субханак Аллахумма бихамдик. Нашхаду ан ла иляха илля ант. Настагфирука ва натубу илейк. Вальхамдулиллахи раббил аламин. الله أكبر الله أكبر الله أكبر